Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Наступление активной фазы в самые ближайшие дни. В республике продолжается кампания по перевозке жизнеобеспечивающих грузов. Эпидобстановка младшего поколения. В Якутске началась вакцинация детей и подростков от коронавируса. Раньше обходились и без него. Сегодня отмечается Всемирный день без интернета. Активная фаза перевозок жизнеобеспечивающих грузов по всем направлениям начнется с февраля в республике в связи с увеличением грузоподъемности сезонных автодорог. Плановый объем грузов в этом году составляет 812 тысяч тонн. Сегодня до пунктов назначения доставлено 33% от плана. Отметим, что в настоящее время в кампании по перевозке задействовано более 300 единиц автотранспорта. В Момском районе республики сегодня проходит голосование на досрочных выборах главы. По состоянию на 12 часов местного времени проголосовали 653 избирателя. На должность главы претендуют 3 кандидата. Директор жилкомсервис в Якутске Дмитрий Амосов, руководитель Момского управления социальной защиты и труда Прокопий Федоров и сторож Момской школы Вячеслав Тихонов. Голосование проходит на 7 избирательных участках в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Всего в списке избирателей Момского района внесены 3055 граждан. Будущих педагогов, обучающихся в Северо-Восточном федеральном университете, планируют направлять в школы со 2-3 курсов для практикоориентированного обучения. По словам ректора университета Анатолия Николаева, в этом учебном году по педагогическим направлениям в СВФУ обучается 3893 специалиста. Такое взаимодействие студентов и школ позволит подготовить правильные кадры. Также ректор подчеркнул, что необходимо готовить сильных профильных учителей. Это позволит повысить средний балл ЕГЭ и отразиться на качестве подготовки специалистов для системы образования. Отметим, что сейчас университет реализует 72 образовательные программы по педагогическим направлениям. Кроме того, Якутия получит почти 3 миллиарда рублей на ремонт школ в районах республики. Средства направят из федерального бюджета. Об этом сообщил Айсан Николаев на совещании работников образования. По словам главы региона, на ремонт школ в районах из федерального бюджета будет выделено около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. На эти средства планируется провести капитальный ремонт 58 школ в 25 районах и городских округах. Перейдем к эпидобстановке в республике. Свыше 1000 пациентов с коронавирусом выздоровели в республике за прошедшие сутки. Всего на 30 января выявлено 2623 случая инфицирования коронавирусом. Из них в Якутске 1819. У большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания, что обусловлено в первую очередь вакцинацией. Однако амбулаторный центр в Триумфе уже успело посетить около 5000 человек. Кроме того, по состоянию на 12 часов 30 января уже принято 424 пациента. Напомним, 27 января на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» открылся амбулаторный центр, где можно бесплатно сдать тест на ковид, а также получить консультацию врача. За первый день работы центр принял 2300 человек. Дополнительно свыше 7 миллиардов рублей выделили регионам на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. Якутии, в частности, на эти цели выделено около 130 миллионов рублей. В Якутске вакцинируют детей и подростков от коронавируса. Единый городской центр вакцинации расположился в здании Дворца детского творчества. Детям и подросткам вводят специальный препарат «Спутник М», первая партия которого уже поступила в республику. Тему продолжит Власий Сергеев. В работе единого центра привлечены врачи-педиатры и медсестры. Прежде чем получить вакцину, дети проходят регистрацию и первичный осмотр. К добровольной вакцинации в этом пункте допускаются лица, прикрепленные к поликлиникам Якутска, строго с согласия родителей. Перед постановкой вакцины врач-педиатр осматривает ребенка, измеряет температуру тела, обязательно уточняется эпиданамнез, и на основании объективных данных она дает разрешение. Записаться можно через своего участкового педиатра. Обратившимся в центр вводят двухкомпонентную вакцину «Спутник М», предназначенную для детей с 12 до 17 лет. Компоненты вводятся с интервалом в 21 день. Первая партия из 720 доз была распределена между Якутском и районами республики.
Данная вакцина, она в 5 раз облегченная, специально создана для детей. Но гарантирует, что антитела будут вырабатываться очень хорошо. Ну, главные противопоказания – это, конечно, острые заболевания, недавно перенесшие острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции. Единый городской центр вакцинации будет работать с понедельника по пятницу с 9 утра до 4 часов дня. Чтобы записаться на прививку, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Приглашенные на вакцинацию дети и подростки должны иметь при себе следующие документы: медполис, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт. Власий Сергеев, Семен Семенов, Якутск. А накануне плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, да, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, да, то есть термометрию проходят. И чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике к 2023 году. Об этом сообщил Айсен Николаев. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируется расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. В республике утвердили логотип «Году матери». Эмблема разработана Конгресс-центром совместно с Минтруда региона. Образ матери, прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом. Поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых и народных мастеров. При разработке орнамента изучили и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, глава региона Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 22-й год Годом матери. Сегодня отмечается Международный день без интернета. Ежегодно данное событие отмечают в последнее воскресенье января. Праздник посвящен борьбе с интернет-зависимостью. Идея отказаться от интернета начала стремительно набирать популярность во всем мире с начала 21 века. В этот день активные пользователи пропагандируют отказ на один день от виртуального общения в пользу традиционных форм досуга. Стоит отметить, что впервые интернет-зависимость как психическое расстройство описали еще в 1995 году. Однако официальная медицина пока ее таковой не признает. При этом, по оценкам специалистов, данной патологией страдает около 6% пользователей по всему миру. Сейчас же стала проблема, то, что детки тоже очень зависимы стали, да? Да, да. Скажите, вы как-нибудь с этим боретесь или, может, предположить что-нибудь? Да, борюсь. Допустим, отбираю телефон и можем играть в настольные игры. Скажите, вы можете представить один день без интернета? Да. Можете. Могу. А чем вы занялись, допустим? Я? Работой, которая не требует интернета, чтением книг, например. Да, могу. А чем вы занялись? Я баскетболом занимаюсь, могу баскетболом. И дома, например, занимаюсь. Большой минус – это зависимость. Короче, не встаешь, не убираешься дома, например. Потом еще лень и все такое проявляется. Затягивает, да? Да, вот еще. Здоровье, например, ухудшается. Не держишь себя в форме и все такое. Домашним становишься, получается. Вы можете представить один день осознанно без интернета свой? Нет, Почему? не знаю. Потому что пользуюсь WhatsApp, Сбербанк онлайн, Instagram. Без этого никак. На ваш взгляд, есть такая вообще сейчас проблема зависимости интернетом? Актуальна ли? Если на данный момент, то это не особо актуально, если честно, потому что каждый день нам нужно использовать интернет для вызова такси, естественно. Это уже стало обиходом нашей жизни. Поэтому проблема интернет-зависимости уже не совсем актуальна, как это было несколько лет назад. Плюсы интернета
Ну, можно общаться с другими людьми во всех точках, регионах страны. Также можно почитать, найти некоторые источники, ресурсы, которые есть только в интернете. А минусы есть, думаете? Да, Какие? люди, которые сидят в интернете. Можно наткнуться на очень опасных людей, на очень опасные, скажем, террористические действия, которые есть там. Плюсы, например, на работе сразу какую-то нужную информацию найти, да? Ага, долго искать, никуда не ходить, библиотеку и так далее, словари. Ага, вот. А минусы? Минусы-то, ну вот, как вы сказали, зависимость. Ага. Уже невозможно, например, дети целыми днями сидят, здоровье теряют и так далее. И в завершении. Черный бриллиант «Энигма» весом 555 каратов выставляют на торги. Ученые до сих пор ничего не могут точно сказать о его происхождении. Возможно, такие бриллианты сформировались в космосе и оказались на Земле вместе с упавшими астероидами. Подробности в следующем сюжете. Сотбис выставляет на торги черный бриллиант «Энигма» весом 555,55 карат. Как отмечают в аукционном доме, это самый большой среди фантазийных или цветных драгоценных камней в мире. Черные бриллианты еще называют карбонадо, они чрезвычайно редкие, предположительно «Энигме» около миллиарда лет. Последние 2 десятилетия бриллиант находился в частной коллекции, и о нем крайне мало известно. На выставках не показывали и не выставляли в открытую продажу. Этот предмет выходит за рамки того, что мы представляем себе о коллекционировании бриллиантов и ювелирных изделий. Я думаю, что эту вещь потенциально можно было бы показать в музее. Она может уйти и к частному коллекционеру. Это нам еще предстоит увидеть. Но, на мой взгляд, из-за того, что этот бриллиант настолько редкий и привлекает столько внимания во всем мире, это только добавит интриги. Заинтригованы карбонаты и многие ученые, которым пока не удается понять происхождение черных алмазов. Находят их только в 2 местах на планете – Бразилии и Центральноафриканской Республике. Возраст большинства приблизительно от 2,5 до 3 миллиардов лет. То есть, когда происходило активное движение земных плит и насыщение атмосферы кислородом. Мы думаем, что они могли образоваться глубоко в недрах Земли, намного глубже, чем другие алмазы, о которых мы знаем. Есть гипотезы, что они образовались в местах, где происходило падение больших астероидов, во время которого под воздействием углерода образовывались карбонады на поверхности Земли. Также существуют межзвездные гипотезы, которые предполагают, что они сформировались в космосе, а затем оказались на нашей планете. Так что мы на самом деле не знаем, откуда они берутся. Ученые считают этот камень бесценным и хотели бы заполучить такой экземпляр для науки, но в Сотбис рассчитывают выручить за него от 4 до 7 миллионов долларов. Для лота резервной цены нет, то есть он достанется покупателю, который предложит больше денег. Причем расплатиться он сможет и криптовалютой. Итоги торгов станут известны 9 февраля. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.